Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В ОАЭ проходит международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Russia Today начала съемки фильма про ахалтекинских скакунов. Поезд из Ашхабада в Дашогуз начал курсировать 2 раза в день и другие новости. В Дубае проходит международный форум по привлечению иностранных инвестиций в топливно-энергетический сектор Туркменистана. В первый день форума состоялось 3 сессии, в ходе которых обсуждались инвестиционные возможности туркменского энергетического сектора на суше, экологические аспекты разработки месторождений углеводородов, а также перспективы внутреннего и регионального развития энергетического рынка. Сотрудники телеканала Russia Today прибыли в Туркменистан для съемок фильма о развитии конного спорта и ахалтекинских скакунах. Часть эпизодов была отснята в Государственном цирке Туркменистана, где свои лучшие номера продемонстрировали конники национальной конной группы «Галканыш». Поезд из Ашхабада в Дашогуз и обратно теперь будет ходить ежедневно, дважды в день. Согласно расписанию, поезд будет выезжать из Ашхабада в Дашогуз днем и вечером в 17:00 и в 19:05. Приобрести билеты на поезд можно как на железнодорожном вокзале, так и через интернет. Авиакомпания «Туркменистан» выполнила первый грузовой рейс из Ашхабада в Инчхон на лайнере Airbus A330-200 модификации P2F, который был доставлен в Туркменистан в марте в рамках контракта, подписанного в январе 2021 года. В апреле туркменские авиалинии планируют наладить регулярные грузовые рейсы во Вьетнам, Чехию и Германию. Эмиратская компания Dragon Oil в ближайшие 15 лет намерена инвестировать в проекты в Туркменистане не менее $8 миллиардов США. Об этом заявил заместитель председателя исполнительного совета Дубая Ахмед бин Саид Аль-Мактум, выступая на международном форуме в столице ОАЭ. Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана» представителям отечественной коневодческой отрасли по случаю национального праздника туркменского скакуна. Попытка прилунения японского космического модуля Хакута-Р оказалась неудачной. В ходе посадки на поверхность спутника Земли связь с космическим аппаратом была потеряна, поэтому миссию на Луну, скорее всего, признают несостоявшейся. Модуль Хакута-Р размером 2,3 метра был запущен на Луну в декабре прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Мультимедийный фестиваль света проходит в эти дни в Иордании. Посетители древнего города Петра своими глазами увидели красочное 3D-шоу, которое сочетает музыку, динамичные картины и выразительные повествования. Авторские программы в ходе фестиваля представили 9 международных артистов. В своих работах они показали зрителям, как выглядели местные достопримечательности 2000 лет назад. Сборная Туркменистана по футболу сыграет с командами Узбекистана, Таджикистана и Омана в группе А турнира CAF Nations Cup, который пройдет с 11 по 20 июня под эгидой Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Матчи в квартете А, где выступает Туркменистан, состоятся в Ташкенте. Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов отправился в лагерь испанского клуба «Вильяреал». Как сообщает пресс-служба Академии Вильяреала, туркменский специалист прибыл в четверг на стажировку. Мерген Оразов уже встретился с тренером Академии Карлосом Ортисом и ознакомился с работой Академии клуба. 35-летний Мерген Оразов будет готовить в качестве главного тренера сборную Туркменистана по футболу к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года. Манчестер Сити на своем поле разгромил Арсенал в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на Этихад и завершилась со счетом 4-1 в пользу горожан. Забитыми мячами в составе победителей отметились Кевин Де Брюйне, Джон Стоунс и Эрлинг Холланд. Манчестер Сити продлил серию без поражений во всех турнирах до 17 матчей. Подопечные Гвардиолы сохраняют шансы одновременно на победу в чемпионате, Кубке страны и Лиге чемпионов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.